Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Александр Лысак. Что же все-таки интересует население республики? О чем спрашивают членов правительства во время традиционных отчетов? Об этом спросим гостя студии, председателя правительства республики Евгения Чекина. Евгений Алексеевич, здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Смотрите, вот отчеты правительства перед населением республики завершаются. Есть уже какая-то статистика? Подводили уже цифры? Да, безусловно. Действительно, отчеты правительства подходят к завершению. На текущий момент остался только один улус, это Нижняя Колыма. По погодным и организационным причинам этот отчет у нас еще не завершен, но он будет в начале апреля, соответственно, проведен. На текущий момент члены правительства посетили 407 населенных пунктов из 411 запланированных. И на текущий момент мы можем констатировать, что отчет прошел традиционно. Он прошел в 20-й раз, я напомню, да, это хорошая такая практика республики. Мы уже на текущий момент обработали чуть более половины протоколов и результатов этих отчетов, поэтому в определенной степени мы можем говорить о результатах. Сколько человек пришло на отчеты? То есть это же порядка 31 тысячи человек, это чуть меньше, где-то на 1000, на полторы, чем в прошлом году. Но результат достаточно стабильный. Действительно, для нас очень важен охват, очень важно количество населения, кто интересуется и непосредственно приходит, потому что, еще раз, весь смысл этого отчета – это как раз в возможности прямой коммуникации между населением и членами правительства, и не только, но и органами местного самоуправления, потому что, если посмотреть, собственно, на те вопросы, которые люди задают, конечно, они задают то, что ближе, ближе это уровень полномочий муниципального образования чаще всего. За каждой правительственной группой, насколько известно, закреплено конкретное муниципальное образование. Вот вы побывали в 3 муниципалитетах. Вот почему выбрали Мирнинский, Нерюнгринский район и Якутск? Это крупнейшие муниципальные образования, муниципальные районы и, соответственно, промышленные центры. Исходя из этого, это основная была причина, почему именно председатель правительства возглавил эти правительственные группы. Но при этом нужно иметь в виду было и то, что это решение было продиктовано в том числе и непростым годом для Мирнинского района. И второе – это то, что 2017 год тоже знаменовался рядом вопросов у жителей Нерюнгринского района, поэтому, собственно, было принято решение поехать самому. Нововведения какие были в ходе отчетов? Потому что очень много возникает определенной критики, говорят, что вот система отчетов, она себя изжила, она устарела. Понятно, что нужно какие-то нововведения тогда привносить. Вот что было нового? Этот вопрос, на самом деле, меня тоже беспокоит с точки зрения формата. Когда все стабильно и показатели одни и те же, да, то это вызывает, собственно, на самом деле вопрос. Если нет динамики положительной, да, то, соответственно, значит, мы стоим на месте. Поэтому действительно стояли вопросы, каким образом принести изменения в отчет правительства. Мы со своей стороны что сделали? Основной акцент был сделан все-таки на визуализации и более легком восприятии этого отчета. Это было достигнуто тем, что текстовой формат и рассказ он был в значительной степени сокращен, но при этом визуализация на слайдах того информационного материала и охват всех сторон жизни республики, то, что было и достижение, и успех, и неуспех, и, соответственно, событийные мероприятия все были продемонстрированы на слайдовом сопровождении, что, в принципе, очень комфортно воспринялось, потому что
что и люди, видно было, что живее восприняли отчет, и видно было внимание, было приковано к экранам, потому что слайдовое сопровождение, еще раз, было гораздо шире, нежели тот текстовой материал, который, собственно, подавался устно. Это вот первое нововведение. Второе, мы пригласили на отчет представителей федеральных органов исполнительной власти. Так, в Нерюнгринском районе принимал участие первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока Осипов Александр Михайлович. Он не только принял участие на самом отчете в городе Нерюнгри, но также мы организовали выезд в Венгру, Венкийский национальный наследник, что в целом было положительно воспринято и самим населением, и на самом деле от Александра Михайловича тоже положительный отклик мы получили с точки зрения правильности подхода республики по установлению таких площадок прямого диалога. Вот в ходе отчетов вы еще провели личный прием граждан. Вопросы, которые задают в ходе отчета правительства и в ходе личного приема, они как-то отличаются? В чем вообще специфика? Почему нужно во время отчета еще проводить личный прием? Ну, личный прием – это право наших граждан, и мы в обязательном порядке организуем возможность личного приема членами правительства при выездах, потому что все-таки особенность нашей республики, а именно территориальные разрывы, да, и возможности населения непосредственно самостоятельно куда-то приехать в город Якутск и, соответственно, прийти на прием, все-таки в значительной мере ограничены эти возможности у населения, поэтому, конечно, каждые такие приезды членов правительства, они сопровождаются приемом граждан. Вот. Вопросы, они, я бы сказал, что несколько отличаются, потому что на отчете правительства это все-таки более общие вопросы, более захватывающие больше круг населения, то есть это как бы представители общественности, да, которые, соответственно, актуализируют ту или иную проблематику на правительственном уровне. Вот. А личный прием, он все-таки ближе к либо непосредственно к человеку, либо вот группе лиц, ну, например, жильцы того или иного дома, да, либо, соответственно, какие-то личные, проблемы личного характера. Чаще всего это так. Хотя, на самом деле, ограничений никаких нет по кругу вопросов. И в той же Венгрии, значит, на приеме у меня поднимались вопросы, которые связаны вообще с общиной, да, значит, венкийской. Ну, в частности, это проблематика, собственно, экологии в связи с недропользованием, да, и влияние на оленьи пастбища. И второе, это, собственно, проблематика волков, да, что, собственно, совсем уж личным вопросом не назовешь. А все-таки есть предварительные данные, что людей больше всего интересует в ходе отчетов? Ну, какой-то общий круг вопросов. Конечно, почти ровно половина вопросов, они связаны с жилищно-коммунальным хозяйством, сельским хозяйством, дорожным хозяйством и строительством. Вот почти 50%. Порядка 10%, чуть больше, это образование, и дальше по нисходящей здравоохранение и социальный блок. То есть больше всего это жилищно-коммунальное хозяйство, это порядка 16% населения действительно ставит именно эти вопросы. Ну, собственно, здесь неудивительно, потому что, собственно, жизнь на севере, она непосредственно напрямую связана с теми коммунальными услугами и качеством их оказания, потому что это не только комфорт, но и, собственно, иногда жизнь. Вот. Это с одной стороны, с другой стороны всегда волнуют вопросы и тарифов, и оплаты, и непосредственно качество предоставления, поэтому это действительно в большей степени люди эти вопросы поднимают. Вот один из завершающих отчетов прошел в Якутске. Как вы можете его оценить? Ну, вкратце.
Если коротко, то конструктивно. Да? То есть, почему? Потому что, собственно, вот, с учетом предстоящего события на тот момент выборов, да, было опасение, что могут быть некие там политические спекуляции на этом фоне. Вот, а здесь принципиально ничего подобного не было. И за это, собственно, я очень благодарен вот, за такую гражданскую позицию якутян. Вот, потому что ну, действительно это не тот предмет и не та площадка, да, где, собственно, эту дискуссию можно было проводить. Вот, вопросы очень конструктивные, очень как бы, понятные и очень жизненные. Да. Я бы сказал, что основной вопрос был вокруг системы образования, потому что ставились вопросы нехватки мест в общеобразовательных школах, нехватки мест в детских садах, вопрос по субсидированию питания отдельных категорий школьников, поэтому здесь все было вот, очень жизненно. А вот какие задачи правительство ставит на 2018 год вот, с учетом вопросов, определенных требований от населения? Приоритет, самое основное, это выполнение социальных обязательств, я бы это так сказал. Это вот будет такой, ну, это традиционно, да, но приоритет, но в текущие годы это под особым вниманием, с учетом сложности формирования бюджета. Эти сложности, там, я думаю, что многие знают и прочувствовали в 2017 году. 2018 год ничуть не легче. Вот, поэтому наша задача обеспечить в полной мере все социальные обязательства. И мы будем продолжать делать акцент на строительство социальных объектов. Это и как раз и детские сады, и школы. Здесь мы не снимаем со счетов и сейчас активно прорабатываем вопросы того же государственно-частного партнерства. Это как раз, конечно же, реализация и проведение мероприятий года занятости, года волонтерства и проведение международных интеллектуальных игр. Евгений Алексеевич, спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Я напомню, что в студии актуального интервью был председатель правительства Республики Евгений Чикин. Обсуждали отчеты правительства перед населением.